Я говорю, ну... Раз, два, три, прием, прием. Ну что, дорогие коллеги, можно телефоны выключить или в беззвучном режиме. Все готовы. Итак, добрый день, уважаемые участники и гости сегодняшнего мероприятия. Мы рады приветствовать вас на официальной пресс-конференции чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К1, посвященного 30-летию триумфальной победы Александра Иванова на чемпионате мира в Лондоне и 30-летию создания Федерации кикбоксинга России. Здесь нужны аплодисменты. Дорогие друзья, сегодня присутствуют Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К1. Иннокентий Юрьевич Григорьев, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Виктория Вадимовна Украинцева, директор по международным связям Всемирной ассоциации кикбоксинга организации ВАКО. Александр Николаевич Березкин, вице-президент Федерации кикбоксинга России. Сергей Александрович Ларионов, президент Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Александр Михайлович Михайлов, первый вице-президент Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется Сергею Васильевичу Местникову. Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшней пресс-конференции. Как вы знаете, завтра у нас начинается грандиозное спортивное мероприятие, чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1. Я хотел бы немножко вернуть нас в историю принятия решений. Еще в 2019 году, до пандемийный год, в России, в Оренбурге проходил чемпионат России по кикбоксингу. И в рамках этого чемпионата проходило заседание Президиума Федерации по кикбоксингу России, на котором рассматривали заявки на уже текущий период. И тогда республика по поручению главы республики Александра Сергеевича Николаева выразила инициативу и презентовала свою заявку. Вот Иннокентий Юрьевич там защищал эту заявку о проведении чемпионата и первенства России по кикбоксингу здесь, в городе Якутске. Тогда, конечно, мы думали, что будет 2020 год, но, как вы знаете, 2020 год, он, по сути, прошел. Весь мир остановился по понятной причине. И, соответственно, мы перешли на 2021 год. И было принято решение о поддержке заявки республики о прохождении этого чемпионата здесь, в городе Якутске. И буквально завтра мы с вами открываем это спортивное торжественное мероприятие, которое имеет для нашей республики и в целом для России огромное значение. Я хотел бы подчеркнуть, какое значение оно имеет. Во-первых, это решение о проведении здесь, в городе Якутске, чемпионата по кикбоксингу означает признание заслуг республики, наших спортсменов именитых, Александра Иванова, прежде всего, который и первым из состава СССР стал чемпионом мира по кикбоксингу, заслуг других спортсменов, чемпионов мира, чемпионов Европы, обладателей Кубка мира и признание вклада республики в развитие этого вида спорта в целом Российской Федерации. Поэтому с большой благодарностью относимся к решению Президиума Федерации России по кикбоксингу. И, соответственно, во-вторых, у республики есть достаточно хороший, богатый опыт проведения
крупных спортивных мероприятий, как международных, так и российских, по различным видам спорта. Якутск не раз принимал гостей и организовывал на достаточно хорошем организационном уровне проведение чемпионатов. Вот это тоже учитывалось, конечно, в принятии решений. И в-третьих, для нашей республики самой оно имеет первостепенное значение. Для развития физической культуры и спорта в нашей республике мы ставим цель приобщения населения, молодежи, прежде всего, детей к систематическому занятию физической культурой и спорту, в том числе занятию в таком виде спорта, как кикбоксинг. Конечно, мы в 90-е годы и в 2000-е годы имели достаточно хорошие результаты по виду спорта кикбоксинг, но в силу определенных обстоятельств, скажем так, есть определенное снижение активности, и проведение чемпионата по кикбоксингу даст мощный толчок в развитии кикбоксинга в нашей республике. И вот мы буквально на прошлой неделе в пятницу встречались с тренерским составом, с нашими участниками со сборной команды Якутии. Достаточно большой состав, 50 участников, и каждый настроен достаточно серьезно, как тренеры, так и сами непосредственно участники, на то, чтобы достойно выступить на этом ответственном мероприятии спортивном и, соответственно, представить нашу республику на всю Россию. Здесь в рамках чемпионата также первенство России, где молодые наши спортсмены лет 15, да, 16, они будут участвовать в этом чемпионате, и для них, для самих участников, это огромный соревновательный опыт. Они получат за эти дни такой опыт участия непосредственно в чемпионате, который для них будет служить очередным мощным этапом для их совершенствования спортивного мастерства. Поэтому мы надеемся на то, что по итогам чемпионата России это вид спорта, наши спортсмены получат дальнейшее мощное развитие в своей жизни. Ну и, соответственно, хотел бы отметить, что в рамках чемпионата нами проведена достаточно хорошая организационная работа на уровне Министерства спорта и физкультуры республики с участием других заинтересованных министерств при поддержке Федерации Федерации по кикбоксингу России. И, скажем так, создана инфраструктура достаточная, в том числе обеспеченная рингами, экипировкой, формами, ну и другим инвентарем для того, чтобы наша молодежь дальше развивалась и соревновалась, проводила тренировочные сборы после чемпионата. Поэтому мы возлагаем на наш спортивный праздник достаточно большое внимание и надеемся, что республика проведет на хорошем уровне чемпионат России. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Иннокентию Юрьевичу Григорьеву. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Давайте все еще раз поприветствуем Александра Николаевича Березкина, первого вице-президента кикбоксинга России, и Викторию Вадимовну Украинцеву, представителя ВАКа, которые сегодня являются нашими гостями. Так, ну я бы хотел, как говорится, начать с исторической справки. Кикбоксинг, мне кажется, был предназначен народу Саха еще издревле. Об этом есть историческая справка Ричарда Мака, который в своих трудах 18 века писал, что якуты умеют неплохо драться, особенно хорошо дерутся ногами. Это его слова. Поэтому вот в 90-е годы Александр Михайлович, Василий Иванович и его сотоварищи как раз в эпоху зарождения кикбоксинга в России не зря выбрали этот вид спорта, и достаточно успешно, потому что Якутия вписала, вот как сказал Сергей Васильевич, вписала в историю развития кикбоксинга СССР и России имена своих бойцов золотыми буквами. Ну, начиная, конечно же, с Александра Егоровича Иванова, чемпиона мира, первого чемпиона мира из СССР,
Я помню, когда мы тренировались, я, например, тренировался вот по якутским прыжкам на стадионе «Юность». Нашими постоянными соседями по тренировке были кикбоксеры, которые очень сплоченно, начиная со стадиона, внутри здания и так далее, вот, очень дружно тренировались, очень много груш было на стене там, всякие разные сооружения делали. И я своими глазами видел, как ребята увлеченно работали и как приносили золотые медали со всех разных чемпионатов. Иногда даже казалось, что можно было подумать, что они только сами участвуют на этих соревнованиях. А на самом деле было не так, было очень серьезное противостояние во всех регионах России, страны. Но тем не менее у нас была так хорошая школа бокса. Вот на основании вот хорошей школы бокса вот Александр Михайлович сам призер чемпионата мира по боксу поставили на, как говорится, поток подготовку чемпионов мира, Европы, Азии даже. Я сейчас вот не знаю, Александр Николаевич, сколько у нас сейчас версий по кикбоксинг федерации имеется? Есть. На самом деле, если в профессиональном промоушене достаточно очень много разных версий, то в любительском сегодня кикбоксинге одна единая версия, которая признана Международным олимпийским комитетом и сейчас рассматривается о вхождении в следующем году уже в олимпийскую семью, это только международная организация ВАКа. Ну, я к тому, что мы, якутяне, там преуспели и в других версиях, и везде занимали высокие места, и поэтому у нас есть и чемпионы Азии, и по Аяксу есть чемпионы мира. Да, поэтому, как говорится, вот такое бурное развитие шло. А сейчас кикбоксинг признан Международным олимпийским комитетом, и сейчас этот вид, который будет презентирован на Олимпийских играх в ближайшие годы. Поэтому есть такая, как говорится, очень серьезная, хорошая перспектива для развития вида спорта. И мы, учитывая то, что нашей республике это имеет очень большой след, по поручению главы Республики Саха-Якутия Сергеевича Николаева, вот как сказал Сергей Васильевич, в 2019 году с Александром Михайловичем и Альбертом Егоровичем Ивановым защищали честь получения проведения чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1 в 2021 году здесь, в Якутске. Ну, большая благодарность Вадиму Владимировичу Краинцеву, Александру Николаевичу, тому составу президиума, которые поддержали нас, поверили в нас. И сегодня мы можем сказать, что мы практически вот первую надежду оправдали. Мы боялись, что транспортная логистика очень сложная для того, чтобы добраться в нашу Северную Республику. Будет препятствием для многих, но учитывая, вот, как говорится, плодотворную работу с Федерацией кикбоксинга нашей республики, с Федерацией кикбоксинга России, с нашими партнерами, с нашими спонсорами, мы решили вопрос транспортной логистики. И сегодня практически 506 участников здесь, в Якутске. Вначале нам планировали 41 команду, 41 субъект Российской Федерации, но сегодня 38, да, по мандату. Ну, сами вы знаете, мандатная комиссия кое-какие коррективы количества участников внесет, кто-то по весу не пройдет, у кого-то какой-то документа не хватит, и поэтому к вечеру мы, наверное, будем знать, оперировать точными цифрами, да. Вот. Ну, что я хочу еще сказать. Кикбоксинг как бы действительно создан для нас, для якутских спортсменов, поэтому я надеюсь, что этот чемпионат послужит еще одним этапом восхождения на высшие ступени спортивных достижений по кикбоксингу. Чего греха таить и скрывать. Конечно, в последние годы по кикбоксингу у нас таких массовых побед не было. Конечно, ребята выигрывали отдельные чемпионаты, Кубки мира и так далее. Но того повального, как говорится, нашествия победного по стране и в международных соревнованиях как-то потерялось. И я думаю, вот этот чемпионат послужит еще одним моментом развития кикбоксинга в нашей республике. Надеюсь, что и тренерский состав у нас сейчас расширился. Но в целом очень положительных моментов много, Сергей Васильевич, даже, да, мы вчера заметили, и позавчера, когда вручали формы. Очень такой сплоченный, ребят, глаза горят, тренеры глаза горят, хотят работать, поэтому таким моментом надо пользоваться. Если есть желание, если есть поддержка от правительства,
то я думаю, результат, несомненно, должен быть. Ну, коротко так, наверное, но потом, я думаю... Спасибо, еще Иннокентий Юрьевич. Я хотел бы поговорим. дополнить, вот Иннокентий Юрьевич озвучил цифру 506 участников, да, чемпионата России. Это достаточно большое количество участников на чемпионате России. Вот мы смотрели справку, мы проводили республика и чемпионат России по вольной борьбе, чемпионат мира по масс-рестлингу, кубок мира по вольной борьбе. У нас никогда не было такого большого количества участников. Вот, сама эта справка говорит о масштабности проведения этого чемпионата. Ну и вот Александр Николаевич отметил о том, что в предыдущие годы в других городах России также не собиралось такое количество участников в разделе К1. Поэтому вот, это говорит о масштабности этого мероприятия, и мы надеемся, что пройдет это все на достаточно хорошем уровне. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Виктории Вадимовне Украинцевой. Прошу. Всем добрый день. Хотелось бы отметить, что на данный момент в период пандемии международный соревновательный календарь ВАКа испытывает небольшие трудности. Было принято решение в этом году отменить первенство Европы для детей, потому что для ВАКа на данный момент важнее здоровье наших юных спортсменов, нежели какие-то показательные соревновательные выступления. Поэтому в этом году у нас первенства, к сожалению, не будет, оно будет перенесено на 2022 год. Также в этом году Федерация кикбоксинга России планировала провести в Москве чемпионат мира по кикбоксингу по всем дисциплинам. Но, к сожалению, из-за судебных разбирательств между Всемирным антидопинговым агентством ВАДА и Российским антидопинговым агентством РУСАДА мы совместно с ВАКа приняли решение также отменить проведение чемпионата мира в Москве, потому что, к сожалению, большое количество стран-участниц не смогли бы получить визы, и это очень сложный процесс. Но на сегодня, на этой неделе будет принято решение, какая страна проведет чемпионат мира 2021. Заявки подали такие страны, как Италия, США, Словакия, Босния и Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому хотелось бы отметить, что именно на этом чемпионате России по К1 будет сформирована та сборная, которая поедет на чемпионат мира, который будет очень важен для наших спортсменов, для нашей федерации, потому что там спортсмены сборной К1 получат путевку на участие во всемирных играх, которые пройдут в 2022 году в США. Поэтому надеемся, что с помощью великолепной подготовки наших организаторов этого чемпионата России спортсмены по К1 будут полностью настроены, им будет комфортно тренироваться, и будет собрана самая сильная команда, в принципе, как и всегда, которая достойно представит нашу страну на чемпионате мира, а впоследствии на всемирных играх. Вот. На данный момент это, в принципе, все. Поэтому, если будут какие-то вопросы, задавайте. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Александру Николаевичу Березкину. Добрый день, уважаемые земляки. От имени и по поручению Федерации кикбоксинга России, а именно вновь избранного президента Бату Сергеевича Хасикова и почетного президента нашего Вадима Владимировича Украинцева, я с огромным желанием передаю привет всему Дальнему Востоку, всей Якутии, руководству, правительству Якутии, Министерству спорта Якутии, потому что, вот как сказали здесь Сергей Васильевич и Иннокентий Юрьевич, действительно, это такая огромная работа была проделана со всеми вместе руководителями федерации для того, чтобы действительно дать право проведения чемпионата России в город Якутск. Мне вдвойне приятно, что на той земле, на которой я родился,
помню историю, всегда дорожу ей, будет проводиться такое значимое событие для всего Дальнего Востока. Для справки, это впервые на Дальнем Востоке за всю историю кикбоксинга проводится чемпионат России по кикбоксингу. Это огромный труд, вот совместно со всеми руководителями, с правительством Республики Саха-Якутия. Вот этот план действий, который был разработан и в котором непосредственно я принимал тоже участие вместе на всех совещаниях, насколько кропотливая такая энергозатратная работа была сделана руководителями республики. Я честно скажу, много у нас в каких городах проводятся чемпионаты России, очень достойно проводятся, но чтобы так именно подойти глубоко к проведению, ну, если у нас так к каждому чемпионату России будут подходить в каждом уголке нашей страны, то, наверное, кикбоксинг будет все-таки лидирующим тоже видом спорта в России. Приятно то, что в следующем году мы действительно входим в олимпийскую семью и станем олимпийским видом спорта. В 2023 году мы будем вид спорта кикбоксинг показаны на Европейской Олимпиаде, которая проходит раз в 3 года, да? Или раз в 4, также олимпийский. Раз в 4 года олимпийский цикл. На сегодняшний день действительно история кикбоксинга настолько глубока и вот пережита спортсменами Якутии. Недаром вот все это так, знаете, подошло, что и праздник спорта, и праздник, что 30 лет назад Александр Иванов стал первый чемпион мира в Советском Союзе. И то, что 30 лет в этом году Федерации кикбоксинга России. Наверное, неспроста вот звезды сошлись. Может быть, наши шаманы якутские поработали над этим, чтобы все-таки такое мероприятие здесь достойно состоялось. И вот сейчас даже уже видя, как началось у нас взвешивание, ребята подходят, и приятно слышать, как тренеры и спортсмены говорят, какая подготовка, как зал оборудован. И мы понимаем, что за этим стоит огромный труд региона, а именно правительства Республики Саха-Якутия и Министерства спорта. Поэтому вам огромное спасибо за ваш труд. Я думаю, что это оценят и тренеры, и спортсмены, но и, конечно же, победы землякам, команде сборной Саха-Якутия. Спасибо. Слово предоставляется Сергею Александровичу Ларионову. Здравствуйте, дорогие друзья! Завтра у нас знаменательный день. 6 апреля мы открываем соревнования, чемпионаты, первенства России. Я хотел бы сказать, что Сергей Васильевич предысторию сказал принятие решения, но мы знаем, как принималось решение. И то, что в этом решении очень большую роль сыграл наш земляк Березкин Александр Николаевич. Вам огромное, Александр Николаевич, спасибо, что вы подарили такой праздник нашим землякам. Ну, конечно, после принятия решения нужно было воплотить это в жизнь. И, уважаемые друзья, у нас задача такая была очень сложная, потому что Республика Саха-Якутия находится на краю у нас страны, и перемещать спортсменов, да, участников, это очень сложно. Ведь ценовая политика должна быть где-то соизмерима, как для центральных районов нашей страны. Здесь мы очень гибко подошли, не только то у нас есть льготные билеты федерального центра, это у нас молодые и пожилые люди, а в основном-то у нас спортсмены, они вот после 21 года, и поэтому мы большую сумму, конечно, спонсировали из Федерации кикбоксинга, для того, чтобы цена была одна, и люди прилетели, в общем-то, в этом промежутке ценовой цены билета. Это очень дорогого стоит. Второе, я хотел бы отметить, что у нас наряду с теми медалями, которые придут от Министерства спорта, мы здесь разработали свои медали, они из драгметалла. И, конечно, наряду с теми достижениями спортивными, да, достояния, которое будет медаль, у нас еще будет медаль от Республики Саха-Якутия, которая, в общем-то, стоит еще, в общем-то, денег.
Это тоже будет, наверное, спортсменам очень приятно. Ну и все это благодаря, конечно, нашим спонсорам. Я бы хотел не пожалеть время, тут их не так уж и много, но я бы хотел бы их огласить, с вашего позволения. Значит, генеральный партнер у нас Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия, это, конечно, наше основное предприятие, это Алроса, вы все знаете ее. Главный партнер Полиметалл, тоже у нас крупное предприятие вошло в республику. Тут и сидят представители, Александр Михайлович, понимаешь, Полиметалла. Есть официальные партнеры, Ленское объединенное речное пароходство, это я его представитель. Акционерное общество «Стройтранснефтегаз», «Газпром Трансгаз Томск», «РИК Плюс» наши предприятия. Акционерное общество «Железные дороги», акционерное общество «Пойк Золото», общество с ограниченной ответственностью «Атик Капитал», закрытое акционерное общество «Вертикаль», общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие». Это официальные партнеры, я перечислил. Теперь есть партнеры, такие как акционерное общество «Полярная авиалиния», наша авиакомпания. Мариничев Павел Алексеевич сам внес свой, в общем-то, внос. Акционерное общество «Сахатранснефтегаз», «Саханефтегаз Сбыт», общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж». Региональные партнеры, такие как общество с ограниченной ответственностью «Богусловец», общество с ограниченной ответственностью «Даль Золото», БВК «Удача Плюс», общество с ограниченной ответственностью «ТК Вилюй», акционерное общество «Колымская судоходная компания», ИП Уаров Сергей Петрович, общество с ограниченной ответственностью «Стройком», ИП Кузьмин Андрей Алексеевич, общество с ограниченной ответственностью «Чистая вода», мы ее все знаем, ФПК Туймада и ТК Азбука. Спасибо им большое, благодаря этим, в общем-то, предприятиям, их финансовым средствам мы осуществили эти мероприятия. Спасибо. Спасибо. Еще слово, пожалуйста, Александр Николаевич. Сергей Александрович, вам вот хотелось еще отдельное спасибо сказать от Федерации кикбоксинга России, от наших руководителей Бату Сергеевича и Вадима Владимировича Украинцев за то, что в то сложное время, когда у Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутии были сложные время, и они остались без президента Федерации. И я помню нашу встречу с вами первую, когда вы, недолго думая, взяли всего лишь там паузу, может быть, 10 минут и дали ответ, что станете руководителем Федерации кикбоксинга России. И вот уже спустя, получается, 2 года здесь чемпионат России проходит. Поэтому вам огромное спасибо. Я знаю ваш вклад, ваше терпение, то, что вы делаете для кикбоксинга. Спасибо вам большое. Спасибо. Большое спасибо. Ну что, дорогие наши коллеги, уважаемые журналисты, мы объявляем не свободный микрофон, а открытый микрофон. Вы можете задавать вопросы. Не забываем, есть стойка микрофонная. Подходим, представляемся и задаем вопрос. Кто первый? Но пока вы думаете, я бы хотел сам задать вопрос по поводу... Мы знаем, что любые мероприятия не обходятся без спонсорской помощи. Расскажите, вы уже рассказали по поводу спонсоров и организации, а вот... Другой вопрос. Какие именитые спортсмены принимают участие? Чьи поединки вызовут интерес у болельщиков? Вопрос я бы хотел задать главному судье. Главный судья Игорь Анатольевич Колубаев, сам у нас заслуженный мастер спорта, он сейчас находится на регистрации. Наверное, я все-таки как технический делегат отдам ответ. На самом деле сейчас... Говорить все фамилии перечислять долго будут. Чемпионат России – это куда съезжаются сильнейшие спортсмены для отбора на чемпионат мира, как Виктория Вадимовна сказала. И я думаю, что будут во всех весовых категориях такие очень серьезные спортивные баталии. И мы услышим очень много в финале ребят, которые являются уже заслуженными мастерами спорта, неоднократными чемпионами мира. Ну и, конечно же, спортсмены из Якутии, которые тоже имеют уже на сегодняшний день за спиной победы на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Поэтому я думаю, дай бог всем без травм. И сейчас сложно будет ответить. Все-таки, знаете, ринг – это такая штука, когда прогнозировать, наверное, будет неправильно.
Победит сильнейший в любом случае. Спасибо, спасибо. Есть, коллеги, вопросы? Подходим к микрофону, задавайте любые вопросы. Если нет, следующий вопрос я бы хотел бы задать. Как пройдет торжественная церемония, именно открытие и закрытие? Иннокентий Юрьевич? Так, ну, пользуясь моментом, я всех журналистов приглашаю завтра на торжественное открытие в 18:00. И, как говорится, придете и увидите наше северное гостеприимство, как мы готовимся, вы знаете, но все это с учетом пандемии коронавируса COVID-19, поэтому, как говорится, мы сильно развернуться никак не можем, но нашим гостям кое-что чуть-чуть покажем, чтобы наша команда посмотрели, что такое якутская национальная культура, что за Северная Республика, какие тут мотивы и так далее. Поэтому, я думаю, это будет тоже очень интересно. Так, закрытие у нас планируется 10 апреля, примерно где-то после гала-финала, это где-то начинается 17:00. Но я думаю, надо приходить полностью на финальную часть, посмотреть бои наших самых сильнейших кикбоксеров страны, ну и заодно закрытие. Ну, закрытие, конечно, будет такое более сдержанное, с награждениями, с официальными моментами. А так, ждем вас завтра в «Триумфе». Ну, у нас, конечно, все будет, уже в период пандемии привыкли, все YouTube-каналы, все наши телеканалы будут, конечно, работать. Вполне возможно, можно посмотреть на каком-то своем любимом телеканале YouTube, можно посмотреть на YouTube и «Триумф», можно посмотреть на НВК «Саха», на «Мамонте». Так, если все нормально получится, то мы должны финальную часть и так далее транслировать на телеканале «Матч ТВ» и на канале «Боец». Спасибо. Владислав Петрович. Владислав Коротов. Мне хотелось бы Александру Николаевичу задать вопрос. Вот будет ли на чемпионате принимать участие сам вновь избранный президент Бату Хасиков, Вадим Украинцев, приедут ли они? И второй вопрос. Вот все-таки на Олимпиаде в Токио будет презентация кикбоксинга? Еще раз здравствуйте. Отвечаю по порядку на все вопросы. Бату Сергеевич и Вадим Владимирович по уважительным причинам не смогут пока прилететь сюда на чемпионат России в город Якутск. Я думаю, что у нас еще запланированы спортивные мероприятия, чемпионаты России, город Красноярск и Челябинск, и там уже будут присутствовать. Они приносили свои извинения, но есть причины, по которым не смогут присутствовать. По поводу представления вида спорта кикбоксинг в Токио нет, не будет. Первое, где кикбоксинг будет заявлен, это Европейские Олимпийские игры в 2023 году. Ну и есть вот Виктория Вадимовна, мы разговаривали с ней, последний директорат, который ВАКа проходил, что наши спортсмены будут участвовать в 2028 году в Америке. Виктория, где проходить будет? В Лос-Анджелесе на Олимпиаде. Спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы? И у меня возникает вопрос. Вы говорили по поводу НВК, прямая трансляция, Матч ТВ, если финал, да, это возможно, это не точно, да, как я понимаю, финал покажет Матч ТВ, Боец, или это точно? Нургуяна Егорова, по-моему, сидит у нас. Ну, я ответил, наверное, Да. потому что такая работа со стороны нашего НВК «Саха» проводилась, и вот сегодня они подтверждают, что будет все-таки трансляция на канале «Матч Боец», и это здорово. Завтра официально придет решение. Ну, на самом деле, да, действительно, это очень достойно, когда так называемая медийность растет нашего вида спорта. И, конечно же, огромное спасибо вам, Сергей Васильевич, то, что уделяете такое огромное внимание к этой подготовке.
И вот действительно то, что было сказано Сергеем Васильевичем, что в этом году впервые раздел К1 собрал такое большое количество участников. У нас в центральных городах России проведение чемпионата России самое большое количество было 480 участников. И если учитывать удаленность региона, именно Саха-Якутия, и собрать такое количество участников, у нас предварительно мы подсчеты делали, ориентировались где-то 450 участников, но вот сейчас уже информация 506 участников, поэтому это, опять же, огромная работа сделана непосредственно командой Республики Саха-Якутия, чтобы спортсмены смогли сюда из-за удаленности доехать все-таки и принять участие на чемпионате и первенстве России. Спасибо. И еще возникает вопрос, бесплатный вход будет или платный? То есть зрители могут легко бесплатно посмотреть турнир или за какую-то определенную сумму? Так, у нас вход бесплатный. Конечно, рассадка будет с учетом всех требований ковида. Всех просим быть в масочном режиме, соблюдать. Ну, все остальные средства индивидуальной защиты и так далее. Центр спортивной подготовки «Триумф» имеется. Для, как говорится, убедительности мы рассадки один ряд сидений между сиденьями сняли, поэтому подряд никак невозможно садиться. Вот. Поэтому даже механически вот так вопрос решили. Поэтому, как говорится, «Триумф» полностью готов к приему зрителей и спортсменов. Спасибо. И я вижу здесь у нас Андрей Васильевич. Приветствую. У меня такой вопрос по поводу команды. Соблюдает ли команда какие-нибудь традиции до начала важных стартов? И какие? До микрофона, да. Прошу. Можно еще раз? Еще раз вопрос. А какие традиции соблюдает команда ваша? Может быть, что-то интересное? Я видел, вот, например, прямое включение у кого-то в интересных в Инстаграме. Все собираются, кричат какие-то лозунги, девизы. Может быть, еще есть? Не, мы, как достойные сыны нашего народа, веруем в нашу религию, ну, все обряды соблюдаем в духе народа Саха. Спасибо большое. Аплодисменты. Ну, я думаю, достаточно. Журналисты, коллеги, вы можете задать вопросы еще. Кому интересно, подходите к микрофону. Я вижу Нюргана Егорова. Я думаю, что у вас 100% есть вопрос. Давай, Нюрган. Добрый день. Мы все в ожидании чемпионата России. Конечно, вот в прошлом году, как объявили, что у нас в Якутске пройдет чемпионат России, все были очень рады. Но у нас спортивная республика, наверное, уже наслышаны, проводились многие соревнования. И вот все же тут у нас вот много гостей, много спортсменов. И все же вот кроме, я понимаю, да, первая цель — это участие, достичь там каких-то результатов, да, но все равно вы приехали в далекую Якутию, и какие у вас есть планы вот вне соревнований, вне чемпионата, вот увидеть, познакомиться с чем-то или с кем-то, может быть, может открыть для себя что-то новое в нашей республике. Вот немножко вот культурное, не культурное, но вот все же, какая у вас будет программа в этом плане? Наверное, все-таки больше я отвечу на этот вопрос. Знаете, я очень много своим друзьям, вот Иннокентий Юрьевич знает, как у нас 2 года назад проходил президиум, на котором мы эту историю донесли Вадиму Владимировичу Украинцеву. Так как я являюсь земляком вашим, здесь не был 30 лет на родине, и спасибо Альберту Егоровичу Иванову, который меня сюда пригласил 5 лет назад. Я приехал. И история была такая, знаете, я вот кратко скажу, когда у нас был президиум, Вадим Владимирович Украинцев, наш президент, почетный сейчас президент, мой друг близкий, он говорит:
Саш, я надеюсь, я, говорит, не понял, почему, говорит, нам на чемпионат России вроде бы все хорошо, едет такая большая делегация с Якутии во главе с министром спорта. Я говорю, не знаю, наверное, соревнования посмотреть, хотя у нас уже договоренность была. Он говорит, я надеюсь, только ты не будешь тянуть и просить чемпионат России в далекую Якутию, ты же понимаешь, как там холодно и далеко. Ну и потом, когда вся, естественно, прошла презентация, Иннокентий Юрьевич очень шикарно сделал сам лично презентацию о Якутии, о спортивных мероприятиях, которые проходили там. И вот, честно говоря, президиум настолько единогласно сразу же проголосовал, чтобы проведение здесь прошло. И поэтому я очень много рассказывал ребятам о нашей родине, о Якутии, какой здесь народ, своя специфика жизни в суровых северных условиях. Они, конечно, прилетели, для них сейчас вот у нас, мы вчера прогуливались, президент Северокавказского федерального округа Магомед Магомедов, он приехал в тулупе, в шапке, я говорю, так у нас это практически лето, весна уже. То есть для ребят, конечно, вот вчера много шок был, Александр Михайлович вчера прокатил его чуть-чуть по лени, по зимнику, и для него шок был, что, оказывается, люди могут по реке, по льду ездить, то есть настолько им это интересно, и вот в первую очередь, конечно, мы хотим, когда будет возможность, свободное время от работы, мне бы хотелось, чтобы наши ребята, мои друзья, руководители, тренеры увидели нашу культуру, этнос, который у нас есть здесь в республике. Я ему очень много рассказывал о тех соревнованиях, именно национальных видах спорта, которые здесь проходят. Я в детстве сам когда-то участвовал в этих соревнованиях в Нижнеколымском районе, в Черском. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вот все гости, которые приедут, и особенно кто приехал с Кавказа, с юга, нам же интересно, когда мы приезжаем туда на Кавказ, на юг, какие у них обычаи, какие традиции. И чтобы на долгую память у них осталось, что наша страна настолько огромная, с разными вероисповеданиями, с разной культурой, с разным этносом. Я думаю, это на всю жизнь будет и для всех спортсменов, и для тренеров. Вот такая у нас программа. Спасибо. Чуть-чуть добавлю. Разрешите, можно я добавлю, извиняюсь, Александру Николаевичу, вот вопрос как раз этот. Вот перед нашим чемпионатом, вот последние 2 года, мои коллеги, друзья, тренеры со всех регионов России спрашивали меня, вот, как там у вас Якутия, как туда добраться и так далее, и почему у вас будет чемпионат России и так далее. А я им отвечал, если вы не увидите Якутию, вы не сможете сказать, что видели всю Россию, потому что Якутия – это 1/5 часть России. Вот так я им сказал, и это их заинтриговало. Вот ребята с Чечни, с Дагестана, вот мои друзья, и они вот постоянно меня спрашивали, вот как у нас, и, ну, обычаи, природу, все, ну, заинтриговались. Вот приехали, и вот все рады, мы очень, да, спасибо. Ну, я добавлю, что для всех участников подготовлена культурная программа. Все наши музеи, сокровищница, царство Вечной Мертвых и так далее смогут увидеть. Но все это будет чуткого и, как говорится, ну, с разрешения только тренеров, наверное. Поэтому мы предлагаем, а пока команда сами решает. Но я думаю, как вот Андрей Васильевич-то правильно говорит, для того, чтобы понять свою страну, надо от Калининграда до Чукотки, как говорится, надо проездить, все посмотреть, просто страна очень большая. Но в Якутии мы им сразу объяснили, одним приездом вы его не поймете, поэтому надо будет проводить еще 3 чемпионата. Спасибо. Ну, знаете, мы с Александром Михайловичем, с Альбертом Егоровичем в свое время маленько уже культуру туда доносили, когда в центральные районы, когда привозили строганину и строгали им живую рыбу. Для них шок, конечно, был. Поэтому с нашей культурой они уже маленько, кто-то заочно, а кто-то в реалити знаком. Спасибо. Ну и завершающий вопрос, наверное, мы и все журналисты хотели бы тоже задать по поводу пояса и, конечно же, медалей. Кто может рассказать?
Ну, давайте про медали расскажу я, а про пояс Александр Николаевич расскажет. Хорошо. Так, это вот у нас последние годы Якутия славится своими интересными подходами к наградной атрибутике. Начиная с игр «Дети Азии» мы начинали придумывать интересную наградную атрибутику. Вот это вот у нас комбинированная медаль «Кубок». Это означает ступени к Олимпиаде. На каждой сегменте круга, это когда все сложить, получается круг. На каждом сегменте круга, начиная с 91 года, прописаны имена наших чемпионов мира. Их 8 официальных чемпионов мира. Начинал вот Александр Иванов, Василий Павлов, Василий Васильев. И так мы вот все идем. Иннокентий Макаров, Оксана Васильева, Сергей Миронов, Мария Кривошапкина и Лидия Андреева. Вот они все тут прописаны, и по их ступеням, по нашему пониманию, под идеей дизайнера Дианы Александровны Байшевой, наши молодые кикбоксеры должны подниматься и достичь вершины спорта кикбоксинг. Сейчас я уже подозреваю, должен быть тут олимпийские кольца. Вот. Материал у нас, вернее, идею материала вложила компания Артстон, ювелирная компания, которая очень хорошо делает наши наградные атрибутики. И, как сказал Сергей Александрович, золотые знаки вот, и золотой медаль — это гальваника золотом, серебро серебром, ну, бронза бронзой. Поэтому здесь имеется драгоценный металл и, как говорится, украшение, любой, ну, трофей для спортсмена и тренера. Ну, вот так, коротко. Спасибо. Сергей Васильевич. Александр Николаевич. Ну, скажу про медали, конечно, это очень красиво, очень. Но я как бы знал немножко, но не о таком макете. Я просто был с Иннокентием Юрьевичем и видел, какие медали вручали на чемпионате мира по национальным видам спорта, масс-рестлинга, правильно? Очень, ну вот оригинальность, конечно, это незабываемо для спортсменов, когда завоюешь такую медаль, и, наверное, никакие деньги не смогут это заменить. Идея с поясами, эту идею придумал наш уважаемый друг Вадим Владимирович Украинцев, потому что не каждый спортсмен бывает, что может уйти в силу времени, в силу травм, уйти в профессиональный кикбоксинг или в профессиональный спорт и добиться такого пояса. И предложение было Вадима Владимировича Украинцева в свое время разработать на формате профессиональных чемпионских поясов чемпионские пояса за звание чемпиона России. Это очень достойно, очень красиво смотрится. И для ребят, конечно же, память, когда они показывают своим детям, спортсменам, воспитанникам пояс чемпиона. Это очень достойно и памятно. И такие медали, я думаю, что каждый бы мечтал иметь в своей копилке такой пояс и такую медаль с кубком. Спасибо большое. Есть еще, но я думаю, достаточно вопросов. На этом пресс-конференция завершается. Всем спасибо. Ну и, конечно же, общее фотографирование. Прошу вас.